Сегодня мы хотим рассказать вам о женщине, удивительная история которой может стать для многих примером. Чемпионка мира по пара-тэквондо Сакинат Магометова никогда не сдается в жизни. Ее сила в ногах и в сильном характере. Жизнь с самого детства закаляла девушку, преподнося много препятствий на пути. Но она рано повзрослела, осознав свое положение в обществе, и наметила цель. Цель, которая с успехом реализована, ее знает весь мир. В настоящее время Сакинат вместе с 2 детьми живет в Махачкале. Родилась в Чечне и в сознательном возрасте решила переехать в Северную Осетию. Именно здесь ее будет ждать первый успех в спорте. Магомедова Сакинат Магомедовна. Первое место чемпионат мира по спорту риск с поражением опорно-двигательного аппарата. Пара-тэквондо. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в спорт? Ну, можно сказать, что в спорт я пришла благодаря тренеру, который меня нашел и пригласил меня в этот вид спорта. На тот момент, конечно, я вообще не представляла, что я могу в своем возрасте пойти в спорт и заниматься профессионально каким-то видом спорта. Но на тот момент, это был 2011 год, ко мне поступил звонок от моего первого тренера Биарсланова Арслана, и он что-то там пытается мне сказать, объяснить. Я ему говорю: а давайте мы с вами лучше встретимся, и обговорим, что и как. И когда он пришел ко мне домой, он мне предложил, что сейчас, говорит, есть такой новый вид спорта, это пара-тэквондо, где дерутся ногами. И он мне предложил, чтобы я тоже занималась этим видом спорта и дальше больше проявляла себя в этом спорте. На что я, конечно же, обрадовалась, что я наконец-то могу себя как-то проявить, что-то сделать, и в чем-то участвовать, в каких-то мероприятиях спортивных. И на что я с удовольствием согласилась, но единственный вопрос меня волновал: моя возрастная категория подходит ли этому виду спорта. Естественно, что он мне сказал: у нас, говорит, нет ограничений, возрастных, поэтому, говорит, сколько человек, говорит, может, насколько, говорит, он силен и осилен, говорит, насколько здоровье позволяет, столько и может человек участвовать в этом виде спорта. На что я, естественно, потом согласилась и с удовольствием, до сих пор уже 6 лет я в этом виде спорта продолжаю заниматься, тренироваться и выступать на международных турнирах. А что для вас было знаковым? В течение всех этих лет я знаю, что и Олимпиады, и эти выступления на мировых аренах для вас были, наверное, особые. Какие впечатления, переживания сегодня поделитесь с нами? Так получилось, что наш вид спорта, его только в прошлом году утвердили олимпийским видом спорта, до сих пор он не был олимпийским. Естественно, мы были очень счастливы, что наконец-то именно наш вид спорта выбрали, и он теперь олимпийским является. Что сказать, конечно же, очень переживали, что все те люди, которые готовились, естественно, к такому грандиозному, как Олимпиада, соревнованиям, и что не допустили, и что они не смогли участвовать, конечно же. Хоть и мы не были участниками в прошлом году этой Олимпиады, но мы все равно переживали и болели за всех этих спортсменов, которые не попали и не смогли участвовать на этих соревнованиях. Наши соревнования на Олимпиаде, они будут в 2020 году. Я надеюсь, что до этого времени, что все-таки все наладится, все будет хорошо, и наших спортсменов будут допускать на эти соревнования, на Олимпиады, чтобы мы смогли участвовать и принимать участие, потому что ребята и девочки очень готовятся, и это стимул для того, чтобы попасть на Олимпиаду, выступить, у кого-то цель. У меня, например, цель, чтобы выступить на Олимпиаде. Если бы вы не выбрали спорт, как вам кажется, ваша жизнь по-другому могла бы сложиться как-то лучше или наоборот? То есть в какой-то другой сфере вы могли себя проявить? Как вам кажется? Честно говоря, спорт, он мне многое в жизни дал. Это такой трамплин, который дал мне в жизни толчок, что я, можно сказать, как спортсменка, я прославилась на весь мир. Я хочу, чтобы мои дети мной гордились. Я хочу, чтобы мой тренер, который меня тренирует, чтобы он тоже не думал, что
зря я за нее взялся, да, хочется, чтобы все мной гордились и все оставались довольны, и поэтому можно сказать, что вот я даже не представляю, вот если бы не было спорта, чем бы я занималась. Просто очень, к сожалению, тяжело в наше время вот такому человеку, как я, с физическими ограничениями, да, найти какое-нибудь занятие, вот, или работу, или еще что-то, вот, как, чтобы мы могли себя проявить. Очень сложно, к сожалению. И поэтому многие люди с ограниченными физическими возможностями стараются, если есть такой вид спорта, куда они могут пойти, естественно, пойти в спорт, потому что здесь хоть какая-то вот есть реализация себя, вот показать, что и, естественно, ты здесь как чувствуешь себя по-другому, ты ездишь, как бы ты знакомишься, ты бываешь в многих странах, и ты многое в жизни видишь и понимаешь, что вот на самом деле, что мы где-то тоже можем быть полезными, можно сказать, вот, приносить России как бы вот первые места, потому что мы очень стараемся, когда куда-то выезжаем, особенно на международные турниры, чтобы Россия всегда была на первом месте. И у нас пока это получается, потому что наша сборная России, она всегда бывает на первом общекомандном месте. Эта улыбчивая девушка с сильным характером не жалуется на жизнь. Если у нее что-то не получается, она все равно преодолевает препятствия. Сакинат всегда старается быть оптимистом, делает все сама, что по хозяйству, по дому и в спорте. Со временем она предопределит для себя, что Всевышний предопределил ее судьбу. Это не травма. Я просто родилась без рук. Видимо, Создатель захотел, чтобы я была именно такой. Честно говоря, я не унываю, ведь Всевышний всегда со мной, хотя я много встречала таких, как и я, и у которых чего-то нет, и многие из них комплексуют, стесняются, но иногда и отчаиваются. Я родилась такой, и с руками себя не представляю. Не представляю, что такое руки. Жизнь прекрасна во всем своем многообразии, считает наша героиня сюжета. Сегодня мы стали свидетелями того, как вас наградили здесь, в Осетии. Я знаю, что вы часто приезжаете, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Осетией. Тем не менее, что она вам дала, и какое ваше чувство бывает, когда вы сюда приезжаете снова и снова? Ну, так получилось, что в спорт я пришла, когда я жила в Дагестане. Вот, 3 года я тренировалась, выступала в Дагестане, и так получилось, к сожалению, из-за того, что не было финансирования в том плане, естественно, ты находишься в спорте, да, ты хочешь, чтобы как-то тебя поощряли, наверное, когда особенно ты привозишь хорошие результаты, первые места. К сожалению, из-за того, что вид спорта не был олимпийским, мы не получали денежных каких-то вознаграждений, а мне, естественно, надо было как-то своих 2 детей, которые у меня есть, как-то содержать, потому что на одну пенсию, к сожалению, то, что я получаю от государства, детей на ноги не поставишь. И поэтому спорт это для меня была возможность еще заработать как-то, чтобы я могла и содержать своих детей. И можно сказать, что я сама себя предложила Осетии, чтобы выступать, потому что в Осетии платят стипендию, дают премию. Вот сегодня тоже было такое же вот награждение, церемония вот лучших спортсменов года. Вот, где я уже 3 года выступаю за Осетию, и каждый год меня награждают вот, премиями. Мы вас рады поздравить с очередной премией. Тем не менее, каждый раз приезжая сюда, в Осетию, что вы, вот, чем вы вдохновляетесь, что вы черпаете? Я знаю, что у вас очень много друзей здесь. Вам нравится, наверное, все-таки Осетия? Ну, знаете, я вообще, как бы можно сказать, я эти 3 года здесь проживаю. Вот. Сейчас такой просто период небольшой, как я уехала в Дагестан, чтобы и отдохнуть, немножко и в себя прийти, как бы все равно вот хочется иногда, да, спорт это все хорошо, но в моем возрасте иногда хочется и отдохнуть от всего этого, потому что бывают свои какие-то другие проблемы семейные, когда дети растут, там с детьми отвлекаешься, то это надо, то надо. Поэтому приходится не только спорту уделять время, но мне надо и детям своим уделять время тоже. Несмотря на то, что у меня профессиональный вид спорта, но тем не менее я не должна забывать про семью тоже. Поэтому я стараюсь и здесь, и там как-то вот быть и там, и тут. У такой целеустремленной девушки наверняка будут планы, мечты, которые еще не воплощенные в жизни. Есть такие? Поделитесь, пожалуйста, с ними. Я вообще не думала, что я сейчас буду такой жизнью жить, потому что у меня настолько все было в жизни, вот, как сказать, не скажу, что плохо, но
моменты такие были, что я мать потеряла, что у меня никого не осталось. Да, родственники есть, родные есть, но для меня они как бы не такие близкие родные были, как мать. И поэтому я никогда не хотела быть в семье кому-то обузой. Вот когда меня тетя себе забрала, она была моим опекуном, я понимала, что я не хочу в их семье жить, им мешать, хотя я их не родная племянница, но тем не менее я никогда не хотела быть кому-то обузой. Я хотела быть самостоятельной, я хотела чего-то в жизни самой добиться и быть самостоятельным человеком, чтобы я ни от кого не зависела. Вот мне хотелось вот такую жизнь, и к чему я вот потихоньку стремилась, я ступень за ступенью я преодолевала. Было мне очень нелегко, но тем не менее меня это все сделало, я считаю, сильнее. Почему? Потому что все испытания Всевышний, которые дает, он дает столько испытаний, которые человек выдержит. Сверх он не дает. Поэтому есть просто люди, которые не выдержат испытаний, к сожалению, а есть, которые Делаются сильнее, да, делаются от этого сильнее и могут выдержать испытания. Поэтому я считаю, что я одна из них, которая может выдержать испытания. И несмотря на эти трудности, стараюсь все идти вперед и вперед. Расскажите о своих детях. Они идут по вашим стопам или все-таки у них другие пристрастия в жизни? Ну, скажем так, что сын мой, он везде со мной присутствует на тренировках, на сборах, на соревнованиях. И я не знаю, может, от того, что он всему этому насмотрелся, как бы конкретного такого желания у моего сына, я как заметила, не проявилось. Он куда-то ходил, то на борьбу с друзьями ходил, то на бокс ходил, то еще куда-то. Но вот конкретно он куда-то не пошел. Он даже со мной тэквондо тоже занимался. Вот, ему очень быстро надоедает. Видимо, он, я не знаю, надоедает человек. Вот бывает человек такой, который надоедает, и нет терпения у него. Вот. На это все нужно тоже терпение, чтобы каких-то высот достичь. Это же не сразу, бах, ты чемпион там Европы или чемпион мира. К этому надо годами идти. И поэтому просто у некоторых не хватает терпения на все это. Какими качествами должен обладать вот в вашем случае человек, спортсмен, чтобы выбрать такой все-таки сложный вид спорта, я считаю, и достичь определенных высот? Вот какими качествами он должен обладать? Ну, в первую очередь, я считаю, что у человека, который хочет профессионально заниматься спортом, у него должно быть огромное желание. И он должен знать, чего он в жизни хочет. Вот. Если он так пришел сегодня в один зал, там что-то сделал, потом пошел в другой зал, там, и не можешь себя найти, ну, значит, просто у человека нету целей каких-то, нету мечты какой-то, нету, я не знаю, каких-то представлений, значит, он о жизни еще как бы представление такое, он не знает, чего он хочет, и такому человеку тяжело бывает. Человек должен, который пришел в спорт, иметь цели, мечтать и знать точно, что ему в жизни нужно. Вот, и тогда я считаю, что вот эти все качества имея, что он получит хорошие результаты. Еще, конечно же, нужно терпение. А в людях вы что цените? В людях я ценю доброту, честность, порядочность, чтобы были не только вот сейчас люди такие вот, к сожалению, как-то вроде бы в лицо смеются, а сзади неизвестно как и что. Просто вот, чтобы люди были добрее друг к другу. Все-таки сейчас жизнь такая, и так все серое как-то, и так все это. Надо просто вот любить, быть добрее, как-то вот стараться к хорошему стремиться, а не к плохому. Плохому оно и так всегда присутствует. Просто человек сам должен знать, вот, ну, я, например, не хочу, чтобы меня преследовало плохое. Поэтому даже когда у людей бывают какие-то вот, что-то говоришь, ой, да нет, это знаешь там, ну, я говорю, а зачем ты говоришь сразу настроено о плохом? Лучше же настроиться, сказать, да, все будет хорошо, настроиться на позитив и на хорошее. То есть плохое настроение вы от себя отгоняете? Я стараюсь, конечно, у каждого человека бывает и настроение плохое, вот даже бывает, что просыпаешься, уже как-то настроения нету, там какое-то состояние не такое, и не знаешь, что вот делать в течение дня. Бывает, это у каждого человека бывает. Но тем не менее Что вас вдохновляет? Мои дети.
Жизнь Сакинат складывалась по-разному. Переезд в другую республику из-за известных чеченских событий, уход отца и семьи, нестабильное материальное положение, неоконченная школа. Сакинат – инвалид первой группы. Вот так, без рук, она умудряется делать все дела по хозяйству, воспитывать двух замечательных детей. Рано потеряв мать, Сакинат в 13 лет стала самостоятельной. Самостоятельно учиться сопротивляться злу и жить в этом непростом мире. Ногами она училась делать абсолютно все. Расчесывать волосы, мыть посуду, готовить, убирать в доме. К 16 годам девушка научилась давать отпор любопытным взглядам прохожих. Те натыкались взглядом на красавицу без рук, останавливались и жалостно качали головой. Она оборачивалась и насмешливо спрашивала: «Ну что смотрите? Никогда не видели девушку, что ли?» Сакинат всегда мечтала, чтобы у нее была семья, близкие и родные ей люди. Теперь желаемое стало действительностью. Она показывает очень высокие результаты, но, знаете, победа в ее результатах не в том, что она становится практически ежегодно у нас чемпионкой мира, а победа уже в жизни та, что она не сдалась и сегодня очень достойно живет, достойно показывает своим идеалам, своим воспитанием, что жизнь настолько интересна, и независимо, кто бы в какой ситуации находился, всегда можно найти из этого выход. Ну, это женщина достойнейшая самых высоких похвал, уважения, признания. Это человек, который, я могу сказать просто, человек-герой, женщина-герой. Та, которая сама своим личным примером показывает, что жизнь не заканчивается, она продолжается, и надо идти к новым вершинам, новым спортивным успехам. А вот скажите, если бы вам Бог дал руки, что бы вы сделали? Ой, честно сказать, вот то, что касается рук, да, мне как-то задавали такой вопрос. Вот, когда мне задали такой вопрос, на тот момент, конечно же, у меня не было своего жилья, и мне очень хотелось свой уголок иметь, так как тяжело жить на квартирах с ребенком. На тот момент у меня был только сын еще. Вот, и когда ты не можешь снять жилье еще с условиями, когда без условий, там тяжело бывает, особенно такому человеку, как я. Вот, и когда мне журналист задал такой вопрос, он уже как-то уходил, он остановился и мне говорит: Сакинат, а вот от Всевышнего послания к тебе пришел бы, говорит, и сказал, вот, что ты хочешь, вот, что бы ты, говорит, попросила бы, говорит. Я так не задумываюсь, я говорю: дом, уголок свой. Он на меня так смотрит: Сакинат, а почему, говорит, не руки? Я говорю: ну, руки, говорю, я просто не представляю вот, руки. Я родилась без них, я не знаю, что это такое. Я все делаю ногами. Для меня мои ноги — это и руки, и ноги. Я говорю, это два в одном у меня. Поэтому, ну, были бы они, наверное, было бы хорошо. Но нету их, и мне и так хорошо. Мне и так хорошо. Поэтому я не знаю даже, как правильно на этот ответить на этот вопрос. Поэтому я и так счастлива. Я считаю, что руки, ноги — это не самое главное. Вот. Всевышний посчитал так, что вот не нужны они мне, знаешь, они мне не нужны. Он мне дал ноги, я говорю, которыми я могу ходить, которыми я могу все делать. И дал зрение, говорю, чтобы я эту всю красоту видела, говорю, на что я очень благодарна. Ну вот на этом, пожалуй, мы закончим нашу беседу. Спасибо вам огромное. Успехов вам в воплощении всех заветных желаний и не останавливаться на достигнутом, поскольку ваша сила воли, я думаю, что нас еще удивит многими приятными событиями. До встречи. Это была программа «Призвание». Thank you.